Можете на меня смотреть. Да. Ну что, Виктор, это наш старый друг, поэтому, может быть, особо представлять и не нужно для наших викимедистов, но для тех, кто не знаком с вами, пожалуйста, представьтесь. Я Виктор Семенюк, у меня имя пользователя Висем. Вот, работаю преимущественно в украинском разделе Википедии. Также работаю и делаю вклад в другие языковые разделы, а также в другие вики-проекты. Виктор, кратко, пожалуйста, расскажите о украинской Википедии. Что она собой представляет, насколько много в ней людей, сколько людей читает, кому она востребована, как вы считаете? Вот я сейчас вернулся с Викимании, которая проходила в Монреале, это в Канаде. И там было приятно, что основатель Википедии Джим Бувелс отметил то, что украинская Википедия в этом году достигла 700 тысяч статей. Вроде как цифра не очень там и такая слишком юбилейная, слишком круглая, скажем так. Там 700, не 500, не миллион, а 700. Но вот я вот подумал, что все-таки для нас это большое достижение, так как эти многие статьи написаны все-таки больше редакторами, не так уж и большой процент ботов. А учитывая языковую ситуацию, то это очень большое достижение, считаю, для нашей украинской Википедии. И это хорошо, что мы имеем информацию на родном языке. Поэтому будем стараться и дальше развивать раздел, что есть, что он востребован, и что мы делаем хорошую работу для того, чтобы собрать информацию на родном языке. Виктор, ну и расскажите, пожалуйста, об этой замечательной конференции, которая провела Викимедия Украина в городе Херсоне. Я на самом деле очень рад, что она прошла в Херсоне. Это уже 7-я вики-конференция. Я присутствовал, один из немногих, кто присутствовал на всех 7 украинских конференциях. Также я был на других зарубежных конференциях. И мне очень приятно, что она прошла в Херсоне. Во-первых, Херсон — это юг Украины, то есть это впервые на юге. Во-вторых, что она была очень здорово организована. Я когда-то сам организовывал конференцию в Виннице, в моем, скажем так, родном городе, на родине малой у себя. И также вот приятно, что вот местные волонтеры также взялись за организацию и провели, я могу сказать, на очень высоком уровне. И даже вот то, что я вернулся вот недавно с Канады, с Монреаля, вот, то можно сказать, что все-таки, да, конечно, меньше людей, это не Викимания, но в организационном плане было организовано намного лучше, чем было организовано Викимания. И мне очень приятно, что вот не такой уж большой город, хоть и областной центр, но не такой большой город, но смогли сделать, и люди смогли приехать, и приятно видеть было гостей из... То есть, получается, викимедисты Украины, которые живут в этом городе, они пригласили, организовали да, со всей Украины. Взяли за эту организацию. То есть тут здесь вот центральная библиотека, там, где мы проводили конференцию. Здесь, скажем так, уже много вики-мероприятий проведено. Ну, я вот впервые побывал в этом городе, так что не транзитом. И мне очень понравилось, действительно очень понравилось. И действительно я рад, что вот вижу, как поколение молодых редакторов, скажем так, молодых, ну и по возрасту, конечно, и по стажу Википедии, да, вот, что они вот растут и стараются организовывать и показывать
свой город и организовывать здесь тоже такое небольшое сообщество википедистов, викимедийцев. Понятно. Еще такой вопрос, тоже касающийся конференции. Вы лично делали доклад, чему он был посвящен и почему вы выбрали эту тему? Я делал доклад, у меня было два выступления небольших. Это первое, это было по результатах Викимании. Я рассказал о тех проектах, которые, скажем, признаны одним из наилучших проектов в течение этого года. То есть это, ну, некоторые из них будут полезными, некоторые не очень. То есть, чтобы можно было, если кто-то хочет, ну, поделиться опытом коллег из других стран. Вот так вот. А другой проект, это я рассказывал на русском языке, это Wikigid, кажется, вот проект. Да, да, у нас Викимандры на украинском, или Викивояж на английском. И я считаю, что, к сожалению, у нас этот проект пока что такой больше мертвым, чем живой, но я считаю, что он имеет очень высокую перспективу, если его возродить, потому что есть много, так как я много путешествую, я могу сказать, что есть очень много интересных мест Украины, где, скажем, ну, не так уж много людей знают. И также это очень замечательная возможность показать, ну, сделать доступно на украинском языке информацию о тех разных местах в мире. И вот, собственно, хочу этот проект, чтобы более привлечь к нему внимание сообщества. Вдохнуть новую жизнь. Да, то есть, ну, пока думаю про конкурсы, вот общался на Викимании с коллегами, это коллеги из России, из Германии, которые также занимаются викивояжом, они мне дали некоторые, поделились своим опытом, то есть я считаю, что он очень полезный и, возможно, что-то в ближайшее время постараемся возродить этот проект, потому что я вижу в нем большую перспективу. Для не очень знакомых с этим проектом, расскажите, пожалуйста, об Викигиде. Что он собой представляет и чем отличается от Википедии? Викигид — это, можно так сказать, путеводитель. То есть он отличается от Википедии в том, что он... Это путеводитель, то есть? Да, это путеводитель. Он ориентирован на путешественников в первую очередь. Он имеет немножко другую структуру, чем, кстати, в Википедии, хотя там ничего сложного нету. То есть есть некоторые элементы рекламы, то есть вот, например, вот, каждый человек может, он остановился в какой-то гостинице, он может просто поделиться, ну, не отзывом, а просто написать, что есть такая гостиница, вот там такая цена, вот дать ссылку на сайт. То есть, чтобы человек, который путешествует, мог легко найти информацию, то есть, ну, где там... Полезную. Да, где ему покушать, что посетить, какие-то там полезные советы, какие-то там... забыл слово на русском, остережение, что чего остерегаться. Да, чего остерегаться. Вот. Понятно. И, ну, некоторые там, может, там специфику какую-то, там, на что обратить внимание, что можно купить, то есть, где дорого остановиться, дешево, то есть, ну, на любой вкус. То есть, если эта информация будет полная, то она очень полезная. Я сам пользуюсь, скажем, к сожалению, приходится читать на английском, либо в других языках, там, на французском, на русском. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы и на нашем языке тоже было. То есть это будет на украинском языке, о разных городах мира, о разных достопримечательностях. Да, это да. И второй вопрос, я хочу, чтобы больше было, во-первых, в украинском языке именно про Украину, потому что мало информации. А во-вторых, я хочу, чтобы и про Украину было и в других языковых разделах Викигида также написано, потому что я смотрю, что мало очень знают про, ну, даже страны-соседи Украины, мало знают о том, что можно посмотреть у нас, и мы мало знаем о том, что можно посмотреть в соседних странах. Да. Ну, это, наверное, актуально в том, что
сами украинцы зачастую могут, что и есть примечательного в соседней области или в соседнем городе, да? Ну да, конечно. У меня такой вопрос возник. Вот в Википедии, например, там обязательно авторитетные проверяемые источники. А в Викигиде как с этим обстоит дело? То есть этот сам человек является источником, путешественник, Да, который фактически, пишет? да, можно так сказать. Он не должен ни на кого ссылаться, он на себя ссылается, Да, ну, на свой опыт. информация должна быть объективной, честной, то есть просто так, чтобы другим путешественникам было комфортно путешествовать, имея, скажем, твой опыт, и тебе также само было комфортно, зная опыт других людей. То есть, Ну а каким образом вот эта вот достоверность достигается тогда? Допустим, если человек путешествовал один, а один писал эту статью, никто еще там не был, кто проверяет и что, как это ну, происходит? источники есть, это же можно проверить в интернете, просто это как бы рекомендации, я считаю так вот. Ну что ж, спасибо большое за столь подробное интервью. И огромное спасибо за то, что вы наш проект Саха-Википедию поддерживаете и постоянно пишете туда статьи, какие-то правки делаете. Щиро дякую. Да, спасибо. Друже. Мне тоже очень